Очень рада тебя видеть, Зарема, в Абхазии. Мне легко общаться с тобой, потому что за нашей спиной студенческие годы. Хочу, чтобы ты представилась нашим телезрителям сама. Я в данный момент исполняющая обязанности руководителя службы радиовещания государственной телерадиокомпании «Алания». Прошло уже 30 лет, как мы окончили МГУ. Не разочаровалась ли ты в профессии? Вот как только мы получили диплом, и я попала в Северную Осетию, я пришла сдавать свои документы в телерадиокомпанию. Я не меняла больше место своей работы. Единственное, я еще совмещаю работу с преподаванием, но это тоже связано с нашей непосредственной профессией, потому что я преподаю на факультете журналистики, тоже курс «Основы радиожурналистики». Не разочаровалась ни на минуту, хотя бывали моменты, когда случаются в профессии какие-то вещи, когда начинаешь переосмысливать какие-то моменты, хочется сделать что-то совсем по-иному, но тем не менее, какие бы трудности ни возникали, все равно я считаю, что это дело моей жизни. Легко ли находить героев для своих радиопередач? Мы готовим передачи на русском и на осетинском языке. Я как раз отношусь к тем, кто делает передачи на русском. С этим проблем нет вообще, и нет проблем с героем, потому что даже среди малышей, которым 3 года, уже, естественно, можно найти такой типаж для своего какого-то материала, что и не задумываешься, записывать этого ребенка или нет. Они читают стихи так воодушевленно, например, если это Новый год или 8 марта. Труднее находить героев, говорящих на родном языке. Ну, это, я так думаю, общая проблема тех, кто должен владеть абсолютно языком, чтобы не вклинивать какие-то русские слова в свою речь. Но наши с этим тоже успешно справляются. Вот мы коллеги, и мне интересно узнать, как построена работа вашей радиослужбы. У нас сейчас на радио работает порядка 30 человек вместе с техническими службами. Естественно, большой пласт занимает служба новостей, потому что мы вообще сейчас работаем на 3 каналах. Мы включаемся в канал «Радио России», то есть это наша основная функция, поскольку мы филиал государственной телерадиокомпании всероссийской. Второй у нас канал наш собственный, это «Алания» на FM-частоте выходящий, он круглосуточный, и там у нас такой продукт более развлекательный, там у нас диджеи, ведущие эфира и, естественно, блоки новостей каждый час. На русском, на осетинском языке они меняются. И 3-й канал, который у нас существует буквально 4 года, это канал Вести ФМ. Там у нас есть свои 3 отрезка, на которых мы делаем в основном аналитические программы в 15 минут хронометраж. А вот как решается у вас кадровая проблема? Идут ли к вам молодые специалисты и какова зарплата каждого из вас? Но у нас есть факультет журналистики, соответственно, проблемы с кадрами нет. Хотя наш руководитель Тимур Владимирович Кусов, который тоже преподает на факультете, но он телевизионщик, он очень пристально отбирает тех, кто мог бы работать. Причем предпочтение отдается даже не столько тем ребятам, которые хотят прийти работать на радио и на телевидение. Как-то в беседе всегда понимаешь, задержится он на твоем канале или нет. Вот с этим, кстати, сейчас есть проблема, потому что когда мы пришли 25-26 лет назад, мы как-то более стабильно так хотели работать, не прыгая с места на место. Молодежь все-таки ищет сейчас возможности поработать в разных средствах массовой информации, тем более сейчас много интернет-сайтов, и они считают, что на интернет-сайте намного работать им интереснее молодым. Хотя я бы поспорила.
Существует ли гонорарная система и как она определяется? Я ж про зарплату не ответила на вопрос. Ну, у нас стабильный оклад у всех. Это порядком 6-7 тысяч, 6 800, там в зависимости от того, корреспонденты, ведущие, там небольшая разница, такая вилочка в оплате. Но у нас не гонорарная уже система, как было раньше, когда за каждый сюжет нам давали вот эту вот надбавочку, а именно система надбавок, которая определяется руководителем в зависимости от того, как ты поработал. То есть в конце месяца шеф-редакторы дают полный отчет всей продукции на каждого журналиста, на каждого ведущего. И в зависимости от того, насколько хороша была, можно сделать 2 программы в месяц, но если они качественные, естественно, надбавка может быть больше, чем за 5 передач другого уровня. Поэтому вот такая система надбавок у нас существует. Ну, в среднем это 15 тысяч рублей. Ты сейчас руководитель службы радиовещания КТРК «Алания». А я знаю, что ты пишущая, во всяком случае, любишь писать. Остается ли у тебя времени для этого? Ну, когда мне наш руководитель предложил стать, я пока и исполняю обязанности руководителя, когда он мне предложил попробовать, я сразу оговаривала момент с возможностью оставить собственные передачи для производства. Ну, потому что руководить это дело одно. Это в любой день может, да, власть смениться, как говорится, и ты снова становишься журналистом. Даже если ты на полгода перестаешь делать какие-то программы, мне кажется, ты все-таки теряешь какую-то квалификацию, поэтому я просила, чтобы мои программы мне разрешено было делать, ну, естественно, не в ущерб ничему. У меня 3 программы. Это молодежный канал, он звучит у нас в прямом эфире 2 раза в месяц по субботам. Программа радиожурнал «Зори Кавказа». Вот, кстати, он очень интересный у нас радиожурнал, так хвастаясь сразу скажу. И на канале Вести ФМ, о котором я сказала, у меня там программа Вести интервью, это актуальные проблемы из уст компетентных людей. Есть наверняка у вас еще какие-то проекты, да, национальные? Ну вот радиожурнал «Зори Кавказа» это как раз объединенный радиожурнал, за который вообще он существовал более 30 лет. Первый раз он прозвучал в 1959 году, и в течение 30, почти 40 лет он неизменно звучал. Он звучал в 10 республиках Северного Кавказа одновременно. Но тогда были более сложные времена, и журналисты рассказывают, ведущие этой программы рассказывают, как они с этими вот бобинами, километровые пленки, да, он звучал 50 минут, и они с этими бобинами ходили на вокзал, отправляли по республикам, потому что радиожурнал собирался на базе Северо-Остинского радиокомитета. Во время перестройки, естественно, какие-то программы закрывались, тем более, что были какие-то проблемы в каждой республике свои. И вот буквально 3 года назад мы этот журнал все-таки возобновили. Сейчас он звучит в 7 республиках Северо-Кавказского федерального округа. В 10 часов 10 минут каждую субботу неизменно. Там 7 субъектов участвует, и вот эти 7 сюжетов, они обязательны. Сотрудничество можем мы подумать здесь, в Абхазии. Это было бы, конечно, интересно. Вот надо вашему руководителю выйти на нашего, обсудить эти программы, и мы с удовольствием на самом деле хотели бы делать, потому что к нам уже в радиожурнал просятся Калмыкия, просится Астрахань, просится Адыгея, потому что, ну, на самом деле это интересно.
Знаете, вот этот промежуток после 1985 года, вот это вот начало перестройки, она, к сожалению, привела к тому, что мы вообще перестали знать что-то о своих соседях. Мы вообще не знали, чем они живут, какие у них проблемы. Но в своем радиожурнале мы договорились в основном не говорить о политике. Он строится по такому принципу. У нас вначале идут блоки новостей, которые озвучивают сами ведущие новостей каждой республики. Через перебивочку они объявляются, то есть новости, вести Ставрополь, вести Кабардино-Балкария и так далее. Затем идут тематические сюжеты. Вот эти тематические сюжеты рассказывают о мирной жизни горожан, о традициях, о возобновлении каких-то дружеских связей. Ну, социальные проблемы, конечно, тоже затрагиваем, но в плане того, чтобы только рассказать, как хорошо поработал пенсионный фонд, например, в нашей республике, вот в какой-то промежуток времени. Меня как раз интересовал вопрос интеллигенции, вот чем они живут сегодня, в судьбах писателей, художников. Процветает союз писателей, союз художников. Художников достаточно много, писателей тоже достаточно много. Ну, а в общем, те, кого мы относим к интеллигенции старшего поколения, у них, конечно, одна забота – это сохранение родного языка, потому что бьют тревогу о том, что молодежь все хуже и хуже знает свой язык. Хотя я бы опровергла, поскольку я делаю программу молодежную, я бы этот тезис, да, опровергла, потому что у меня в программах бывает достаточно часто люди, которые стараются восстановить старинные народные инструменты, старинные народные костюмы. Они хотят петь песни, которые пели наши прадедушки, прабабушки в свое время, и хотят танцевать так, как делали это они. Ну, получается? Да, есть. Да, то есть вот, ну, как бы современные ансамбли национальные, они уже все-таки добавляют более такие хореографические композиции, где больше балета, может быть. Те сохраняют вот этот вот старинный шаг, пытаются. Им это кажется очень интересным. У нас в фонотеке, естественно, в фонотеке радио огромное количество совершенно уникальных произведений, музыкальных, тех людей, которых уже, к сожалению, нет в живых. Дом радио открылся в 30-м году, и вот с 30-го года, как рассказывают старожилы, все было в прямом эфире. Это сейчас, чем навороченнее техника, тем больше монтированных передач появляется, потому что хотят больших эффектов добавлять в свои программы, звуковых, каких-то отбивок, перебивок. А тогда больше работали в прямом эфире. И вот рассказывают, у нас был такой певец народных песен Владимир Балаев, и вот он утром выходил, шел на радио, и по дороге на работу собирал заявки. И уже когда доходили до студии, он исполнял песни, которые любили жители города, например, где он Владикавказа, да, Владикавказа, где он проходил. Ну вот, и мы решили совместно с фондом «Мир Кавказа», то есть ГТРК «Алания» и фонд «Мир Кавказа», совместно с издательским домом «Перо и кисть», мы решили сделать такой проект, который называется «Возрождение». Это выпуск аудиодисков. Вот мы их уже выпустили 5. Один диск – это героические песни, другой диск – это осетинская гармонь, старые исполнители, их много, сборник такой. Ну и певцы, они очень красочные, они очень интересные. И там помимо того, что аудио наполнение, еще можно почитать о том, о ком мы этот диск, кому мы этот диск посвящаем. И вот, кстати, об интеллигенции. Мы проводим презентации
У нас есть такой дом книги, и у них есть литературная гостиная. Вот в этой литературной гостиной мы устраиваем презентацию каждого диска. Это 1 раз в 2 месяца происходит. И вся интеллигенция бежит на наши презентации, потому что у них там есть отдушина, они могут рассказать и повспоминать именно о тех, чей диск мы выпустили, они их хорошо знали. Какую музыку сегодня слушает осетинская молодежь? Скажу честно, что осетинская молодежь очень много сейчас еще и поет, она не просто слушает. Сейчас такое количество появилось молодых исполнителей, что получается, что чуть ли не каждый 4-й вообще хочет быть певцом. В республике так вот не приносят фонограммы. И вот на этом канале Алания FM, это канал, где музыка превалирует, естественно. Он круглосуточный и много заявочных программ. Но, скажу честно, мы пытаемся сохранить там какой-то баланс, то есть у нас звучит определенное время только то, что хотят слушать радиослушатели, и мы пытаемся еще балансировать это тем, чтобы какой-то вкус все-таки мы должны же прививать. И вот такая национальная классическая музыка. Вообще, когда создавался канал, он был нацелен на то, что это будет пропаганда национального творчества, национальной культуры, это будут рассказы о деятелях искусства нашей республики, о художниках и так далее. Вот 10 лет исполнилось трагедии в Беслане. Мы в Абхазии помним эту скорбную дату. Ты лично освещала эту тему? Ин, я не знаю, сказать к счастью или к сожалению, я не освещала, потому что у меня родилась малышка, и я с ней как раз вот была в это время дома, но этот момент весь следила по телевидению и все время рвалась. Вот я хотела выйти на работу и хотела поехать туда, но руководство мое сказало, что уже занимайся пока воспитанием малышки, а уже потом все-таки будет когда-то возможность об этом написать. К годовщине мы сделали, вот лично я делала радиопрограмму, посвященную этим событиям. Как раз тогда открывали памятник альфовцам, которые погибли. Это вообще в истории их деятельности может быть 2-й или 3-й случай, когда погибают. Там что-то пошло не по плану, да, что-то пошло не по плану, кто-то, видимо, помешал. Скорее всего, это были те родители, которые уже не могли 3 дня возле школы сидеть. Они, конечно, рвались в этот зал. Их ограждали кордоны милиции, но, тем не менее, вот что-то, видимо, пошло не так, потому что погибли альфовцы, и вот им открывали к годовщине этих бесланских событий памятник. Мы как раз записывали и родителей, которые приехали на открытие этого памятника. Ну, естественно, каждый год мы делаем программу. Сентябрь – это тот месяц, когда в республике практически не проводится особо много развлекательных мероприятий. И даже если какие-то фестивали должны проходить в республике, они не намечаются на сентябрь. Как-то это вот стало уже такой традицией. Ну и вот сейчас, 10 лет, конечно, был концерт «Реквием», посвященный 10-летней годовщине. Гергиев приезжает к вам? Не каждый год приезжает к нам, но я хочу рассказать один случай, который меня потряс и который все-таки говорит о том, что жизнь, она, наверное, сильнее смерти. Единственное, может быть, память еще сильнее. А так, мы когда приехали делать материалы на годовщину этих событий, мы ходили по этой разрушенной школе, там традиционно горят свечи всегда, там всегда живые цветы. И в какой-то момент мой взгляд притянул цветок, который вырос в проеме окна выжженного.
Он был настолько красивый, и откуда он там вообще появился, вот там бетон, естественно, как там вырос цветок. И я же говорю, он был такой необыкновенной красоты, поскольку я не телевизионщик и не фотограф-газетчик, я, естественно, стала бегать, искать тех, кто мог это снять. Ну, потом этот кадр попал в журнал Министерства по делам национальностей, там девушки снимали. И что ты подумала, когда увидела цветок? Все-таки жизнь продолжается, и мы не вольны этот ход времени как-то приостановить. Но память, она всегда жива, и вам это очень должно быть понятно. Да, Зарима, давай о хорошем теперь. Но что ты еще можешь рассказать о своей стране Алании? Самое важное, наверное, то, что Республика Северная Осетия-Алания, она многонациональная. У нас живет более 100 представителей национальностей. У нас более 20 лет существует национальное объединение «Наша Осетия», которое объединяет национально-культурные центры в основном всех, кто захотел зарегистрироваться. У нас есть много национально-культурных обществ. И каждый год, когда отмечается День Республики, они все выстраиваются на площади, они все показывают свои национальные костюмы, предлагают попробовать национальную еду какую-то. И, естественно, площадки, где они могут показать свое творчество какое-то. Ну и самое главное, наверное, то, что мы вообще очень мирно хотим жить со всеми нашими соседями, несмотря ни на что, хотя у нас нет таких... Бывают случаи, да. Все же, я думаю. Да, бывают случаи. Ну, мы же о хорошем теперь уже. Да, и об этом лучше не говорить. А потом я вот сравниваю с Абхазией нашу республику. У нас тоже много зелени, у нас очень красиво в горах, у нас тоже много что можно посмотреть. Ну, нет моря, но зато есть бурные реки, которые все еще бурные на самом деле. И город обустраивается. Вот сейчас строится очень много новых микрорайонов, причем руководство города считает, что это должны быть комплексные застройки, то есть строится сразу микрорайон с насыщенной инфраструктурой. Там обязательно садик, обязательно школа, обязательно магазины. Ну, я вас приглашаю, чтобы вы все это увидели сами. Спасибо. В заключение, какие у тебя впечатления об Абхазии? Ой, мне очень здесь нравится. Я была в Абхазии, но в Сухум не доехали. Мы останавливались тогда в Пицунде, и ту часть мы посмотрели. И мне кажется, что, как ни странно, но природа разная. Хотя одна республика, но природа в населенных пунктах все-таки разная. Мне очень понравилась Новоафонская пещера, монастырь. Мы поднимались благодаря проводнику нашему, мы поднимались в келью Синона Канонита. И, знаете, я должна сказать, и после посещения монастыря, и после посещения этой кельи, какое-то блаженное ощущение такое наступает внутри. И почему-то вот там наверху, я не знаю, сколько это тысяч километров над уровнем моря, на самом деле, мы вот долго ж поднимались, я почему-то подумала, вот там наверху на самом деле, вокруг этих гор, вокруг этой необыкновенной природы, что после посещения Сухума в этом году что-то в жизни должно измениться в лучшую сторону. И я верю в это.